поздравляем вас с 1 мая, День единства народа Казахстана. И мы хотим рассказать про узбекские национальности. И я рассказываю про узбекские блюда. Это плов, национальное узбекское блюдо, тушеное мясо с рисом специально выращенным и посыпают еще овощами. А это нарыв, тонко нарезанное мясо с тушеным мясом. Шорва. Шорва – это суп с тушеным мясом, картошкой и разными овощами. Самса. А самса бывает разная. Бывает мясная, бывает картофельная, бывает тыквенная. А еще она может быть разной формы. Круглая, треугольная и квадратная. И напоследок это голубцы, или как у нас называется чаратай. Это фарш с рисом, завернутый в свежие виноградные листья. Узбекская национальная одежда. Узбекские национальные костюмы очень яркие, красивые, удобные. Национальный мужской костюм состоит из чапа, стеганого халата и шаровар. На тело одевают казахский народ имеет богатую культуру, в которой важнейшее место занимают национальные обычаи и традиции казахского народа. В них содержится вся вековая мудрость, при этом их наказы, касающиеся буквально всех сторон и этапов нашей жизни от рождения и до смерти. Здесь мы расскажем о самых популярных обычаях, традициях казахского народа, связанных с важными событиями в семье. Рождение ребенка, свадьба, казахские обычаи и традиции. Шидехана, Бесектой, Кырканаш, Шигару, Саукисев, Атпою, Ер, Отуркузу, Жетарда, Датсу, Килинсу, Хаскузану и так далее. Из поколения в поколение передаются обычаи и традиции народа Казахстана, ведь именно они являются настоящим сокровищем нации. Поэтому так важно сохранить их и преданность своим детям. Каждый ритуал имеет глубокий смысл и должен выполняться в определенное время, по определенному поводу и по определенным правилам, так как это было заветно издавна. Сегодня мы расскажем о самых главных казахских обрядах. Сегодня Бесектой, Бесекке Салу Расул. Как правильно на третий день после рождения малыша впервые выкладывают в колыбель. Главная роль в проведении соответствующего ритуала отводится бабушке. Вначале она окуривает колыбель травами, чтобы отгнать злых духов и хворей. Затем пеленает ребенка, перевязывает его специальными лентами, вкладывает в песок и накрывает серыми вещами.
добавки. Используется очищенные кости нижних костных суставов для домашних животных. Коров, свиней, овец. Дальше. Здравствуйте, я хочу рассказать про русский народный костюм женщин и мужчин. Русский народный костюм для женщин мог быть сарафанным или паневным. Сарафанный вид одежды был в северных областях, паневный в южных. Основной наряд была просторная рубаха. Шили рубаху из натуральных тканей, льна и хлопка. Подол рубахи и рукава, область ворота украшали вышивкой, расшивали тесьмой, блестками и пуговицами. На голову женщины одевали платок, а девушки молодые, они заплетали одну косу и завязывали голову крепкой лентой. Существует несколько разновидностей сарафанов. Первый. Расшивные сарафаны имели вид трапеции. Второй. Глухие имели два шва спереди. Прямые или круглые имели свободный порой и были очень удобными. Мужской русский народный костюм отличался меньшим разновидностью, чем женский. Он состоял из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой, которая надевалась поверх штанов и поясом тканевым или плетеным поясом. Головным убором были тафья, шапки и треухи муровки. приготовления. Каждой хозяйке жидкое тесто. Национальная кухня, она очень разнообразная и бывают разные. До свидания. Желаем здоровья. Счастья. Молодцы. Салмацузба. Кыргызская национальная одежда изготавливается из волокон, кожи, шерсти и ткани. Кыргызская национальная одежда отображен пучковый жизни. Национальной одежде используется
чапан. Почетным гостям принято дарить колпак с красивой вышивкой. Женщины носили бендемчи и эличи. Кыргызская национальная кухня – это бешбармак, плов, сорпа, манты, кора и рыбы. Кыргызские национальные игры – это битва садников за душу садиков. Как мать догонить девушку. Девушка садится на лошадь и парень, и девушка уезжает, а парень должен его догнать. Отчебыш, скачки на лошадях на 2